Главное богатство родителей – это их дети. В этом уверены супруги Рогожины, герои нашего следующего материала из цикла «Крепкая семья». Проект, напомним, реализует партия «Единая Россия». Сейчас Ирина и Михаил воспитывают 7 детей, еще столько же успела упорхнуть из родительского гнезда и обзавелось собственными семьями. Так что Рогожины-старшие могут похвастаться еще 11 внуками. Дом, в котором никогда не бывает тихо и скучно, посетила Любовь Филиппова. Михаил Степанович на рабочей смене, а Ирина Владимировна и детки уже дома. Впрочем, ненадолго. После ужина пойдут на праздничный концерт. На нем сегодня выступают ребята, которых тренирует Гриша. Из детей он в семье самый старший. Учится в колледже искусств, занимается в ансамбле «Сигудек». И хотя сам практикует народные танцы, для нескольких разновозрастных групп преподает хип-хоп. Готовится к выступлению и Саша. Он сегодня ведущий праздника. Возможно, еще и будущий артист. Мальчик ходит в театральный кружок. Этот концерт для него премьерный. А значит, можно и немного понервничать. Сейчас я пойду на концерт в Лиру, и там я буду проводить мероприятие ко Дню матери. Я буду зачитывать текст, а сзади меня будет идти сцена. Постановка будут дети играть. Постановка идет минуты 3, наверное. Потом на Новый год еще будет выступление. То есть я уже задействован в 3 выступлениях. Танцуют в Сигудеке и Степа. Оба брата в народном коллективе незаменимы. Вместе с ансамблем юноши путешествуют по разным городам России. Талантов в семье хоть отбавляй. Гриша еще и художник хоть куда. Увлечением пошел в маму. Ирина Владимировна нет-нет, да и берется иногда за кисть с красками. Творчеством сына, впрочем, гордится куда больше, чем своим. Эта картина очень интересная. Ее написали и положили сохнуть. Масло, оно уже ему месяца надо. Ход прошел и поставил, пометил эту книгу. За хозяек в доме девочки. Сегодня угощают домочадцев выпечкой. Кухонька в доме небольшая, обедать приходится по очереди. Но именно о таком счастье, когда все в тесноте, да не в обиде, и мечтала с детства Ирина Владимировна. «Чужих нет, все мои», — говорит она про детишек. Желание принять уже больших ребят в семью пришло после работы в социальной службе. Там часто приходилось видеть, как страдают дети в неблагополучных семьях. Каждый ребенок для Ирины и Михаила особенный. Анжелика и дня не может прожить без тенниса, а Настя любит спорт и музыку. Вот это, например, у меня первое место по Северо-Западному федеральному округу по вольной борьбе. Это первое место. Это вот у меня по музыкальной школе я участвовала в конкурсе, я стала лауреатом 3-й степени. Тут, получается, 4-е, что ли, место или 3-е, я не помню. Ну вот, тут за тяжелую атлетику. Тут у меня много за тяжелую атлетику. За волейбол, за пионербол и за веселый старт. И если старшие сегодня немного застенчивы и скромны, маленькая Ульяна готова к долгому общению. В ход идут и игрушки, и лучшие наряды. Сейчас Уле 6, совсем скоро пойдет в школу. Там ждет новая, почти взрослая жизнь, как у братьев и сестер. Ну да, я хочу идти в школу. Мне мама сказала, что хорошо Саша будет учиться. Саша очень плохо учится. И нужно кому-то Сашу спасать. Нет, мама его за это потом ругает. А тебя мама не будет ругать, ты будешь хорошо учиться. Ну да, наверное, я так думаю. Сегодня у семьи мечта – поехать всем вместе на юг на своей машине. Когда-то давно дикарями они отправлялись в путешествие, но сейчас про те времена приходится лишь вспоминать. Собирали по 10-11 человек в машине, сверху нагрузим, гаишники останавливают. О, какие-то мешочники едут, потому что у нас там сверху нагружено, еще и самовар всегда сверху. И останавливают. Я говорю, у меня одно богатство, дети, двери открываю, а там дети кто как спят. Раньше не было этих ремней-то, можно было всякое, как посмотрят, извините, извините. Отдых на природе здесь в почете. Мальчишки любят собирать в лесу ягоды, девочки – грибы. Есть у семьи и большой огород, почти в 27 соток. На нем трудятся вместе. Как, впрочем, делают и все остальное. Дружно и весело. И родители, и дети знают точно. Без семьи сегодня никуда. Любовь Филиппова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.